Школьные каникулы заканчиваются. После летних лагеров адпачынку сельской мясцовасці и іншых месцах дети вяртаются в город. Хутка у школу. За 3 месяцы адпачынку многое з правил дорожного руху, конечно, забылося. Практики было значно меньше, чем падчас навучального года. С пачатку года в области уже отбылося 49 дорожно-транспортных здарэнняў, у яких 8 детей загинули и 54 атрымали травмы разной ступени тяжкости. Тому пачатак навучального года – один из самых отказных периодов и для супрацовников Дзяржавтоинспекции в области. Основная цель данного мероприятия – это профилактика и предупреждение детского дорожного транспортного травматизма. Как показывает практика, в период времени с августа по сентябрь происходит всплеск дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Удел у акции узяли и юные инспекторы дорожного руху. Яны разом с супрацовниками ДАИ раздавали водителям сувениры и проводили профилактичную работу. Мне интересно это движение, потому что, во-первых, мы призываем водителей быть осторожнее, потому что сейчас это стало действительно проблемой. Многие дети перебегают, а водители этого не замечают, и происходят разные аварии. А когда проходят такие акции, водители все-таки понимают, что надо быть осторожнее на дороге и прислушиваются к детям. Об необходимости быть вельми уважливыми на проездной части добро разумеют и сами водители. Детвора пойдет в школу. Это самое важное. Безопасные детворы в первую очередь. Я вообще езжу всегда с ближним светом, поэтому я даже на это не обращаю внимания. С какого числа? Такие акции, конечно, должны быть обязательны, так как чтобы наши граждане были законопослушными, сознательными. И особенно, конечно, участки, где больше всего детей гуляет, конечно, нужно, чтобы было повышенное внимание. Уже тренируемся, уже сейчас включаем. Працягнецца комплекс профилактичных мерапрыемстваў до 5 верасня. Да гэтага дня абавязкова ўключэнне бліжняга светафар аўтамабіляў пры ўдзеле ў дарожным руху. Ужо ў першы дзень дзеяння акцыі на дарогах абласнога цэнтра супрацоўнікі ДАИ звярнулі ўвагу, што далёка не ўсе вадзіцелі выконваюць гэтыя патрабаванні і знаходзяць нейкія адгаворкі. На территории Республики Беларусь проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Нет, не знаю. Не знаете? У першы дзень парушальнікі толькі папярэджваліся. В первый день специального комплексного мероприятия сотрудники госавтоинспекции нацелены на профилактику, поэтому за невключение ближнего светофар к административной ответственности водители привлекаться не будут. С водителями проводится профилактическая работа, беседа и, конечно же, доводится информация о проведении СКМ «Внимание, дети». В последующем же водители будут привлекаться к административной ответственности за нарушение пункта 166.9 правил дорожного движения. Юрий Петур, Александр Севицкий, Роман Филюсич, телерадиокомпания «Брест».